Профсоюз образования принимает гостей. В Чеченской Республике с дружеским визитом побывали работники Саратовской областной организации профсоюза во главе с председателем Николаем Тимофеевым. Саратовчан ждала культурная программа. В театрально-концертном зале специально для гостей состоялся большой концерт с участием ведущих звезд чеченской эстрады. В рубрике «Профответ» юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Здоровье учителя – залог успеха ученика. Каждый год в феврале Чеченский профсоюз образования принимает единую смету, в которой приоритетной считается статья, регламентирующая санаторно-курортное оздоровление членов профсоюза. В начале июля в Чеченской Республике с дружеским визитом побывали работники Саратовской областной организации профсоюза во главе с председателем Николаем Тимофеевым. Прежде чем начать совместную работу, хозяева решили показать гостям красоты республики. Сначала ознакомились с ландшафтом Шатойского и Тумкалинского районов, посетили горные водопады, побывали у древних войнавских башен, в крепости Ведено, у памятника Зелимхану Харачоевскому и любовались высокогорным озером Кизиной-Ам. Гости из Саратова были в восторге от увиденного. Мы побывали в самых заповедных местах. Красотища необыкновенная, и она у нас запомнится навсегда. Ну, а самое главное спасибо за то, что вы дали нам познакомиться с вашим опытом. Горы оставили самые незабываемые впечатления, и особенно озеро высоко в горах, которое манило к себе всех, и, наверное, скоро весь мир будет приезжать сюда, поскольку это место, оно должно быть открыто всему миру. Не так много таких замечательных мест в мире. Далее саратовчан ждала культурная программа. В театрально-концертном зале специально для гостей состоялся большой концерт с участием ведущих звезд чеченской эстрады. Мы побывали на прекрасном концерте, видели таланты вашего народа. И у нас тоже запомнится это на всю жизнь. Потому что когда мы вышли из концерта, все были настолько воодушевлены, как-то тепло было на душе. Спасибо вам вот за это. Когда мы были на концерте, мы увидели, как прекрасна ваша культура. Зал, наполненный педагогами, рукоплескал вашим артистам народным. А я, если честно говоря, я даже всплакнула. Потому что так трогательно и так красиво исполнялись номера. Это было великолепно. По программе пребывания гости посетили офис Чеченской республиканской организации профсоюза, познакомились с сотрудниками аппарата, осмотрели рабочие кабинеты, выставку экспозиций о работе профсоюза образования, приняли участие в работе круглого стола, обменялись опытом работы. У вас очень многому можно поучиться. Мы уже договорились, по каким направлениям мы будем осуществлять связь либо по телефону, либо по другим средствам связи. У вас очень много делается в плане подготовки председателей первичных профсоюзных организаций, чтобы они могли доступно и широко рассказать о той деятельности, которую ведет профсоюз. Помочь работнику в трудной ситуации. Учебно-методический отдел, который здесь работает, информационный отдел, на мой взгляд, работает на 100% и выше. Огромная благодарность всем сотрудникам, что они этот опыт рассказали нам. В беседе за круглым столом коллег приветствовал председатель Чеченской республиканской организации профсоюза Хизир Магомедович Герзелиев. В своем обращении к гостям он поблагодарил Николая Николаевича и работников Саратовской областной организации за визит.
Нам известно, что Саратовская областная организация находится в числе лучших территориальных организаций России, отметил Хизир Магомедович. Что касается нашей организации, то она, пережив все катаклизмы военного лихолетия, после восстановления членства в Общероссийском профсоюзе образования в 2002 году начала активно развиваться, разумно используя лучшие достижения из практики российского профсоюзного движения, добавил Герзелиев. Далее Хизир Магомедович подробно проинформировал гостей о той работе, которая проводится профсоюзом в целом и ее отделами в частности. В ответном слове Николай Николаевич Трофимов, председатель Саратовской областной организации профсоюза, поблагодарил коллег за гостеприимство, за организацию экскурсий по достопримечательным местам республики и столицы, за концерт, устроенный в честь них, и преподнес памятные подарки своим коллегам из Грозного. Я желаю вам творческих успехов, здоровья. Вам надо быть здоровым, и у вас все получится, потому что вы творческие личности сами по себе. В ходе круглого стола состоялось знаковое событие – подписание соглашения между Саратовской областной и Чеченской республиканской организациями профсоюза. Очень важен для нас, конечно, опыт работы Чеченской профсоюзной организации, республиканской организации. Значит, это особый подход. Они подошли, они решили очень серьезный вопрос в профсоюзе. Это экономическую основу создали, значит, который позволяет им наилучшим образом оказывать помощь, поддержку и защищать интересы работников образования. Главное, что нам очень понравилось, то, что они усилили центр, областной центр профсоюза и первичную профсоюзную организацию. Это два столпа. Вот на уровне среднем в районах, городах там, значит, они их освободили от всей рутинной деятельности. Они позволили представителям больше общаться с первичными организациями, ими оказывать им помощь, вот, и это здорово. Вот это как раз опыт мы попытаемся как-то реализовать у себя в области. У нас пока все по-другому. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за то, что вы нам позволили прикоснуться к вашим традициям, к вашей профессиональной деятельности. Я лично для себя сделала много выводов полезного, обязательно в свою работу внедрю. Профсоюзные деятели Саратова пригласили чеченских профактивистов к себе в гости и заверили коллег в готовности к дальнейшему сотрудничеству. О самой республике, о столице и о работе местного профсоюза у гостей Саратова остались только хорошие впечатления, которыми они охотно делились. 3 дня мы провели в Чечне. Но, казалось бы, что в этой жизни 3 дня? Они мелькают, и мы порою забываем, что было вчера. Совсем другая ситуация была в эти 3 жизненных дня, которые мы провели в Чечне. Потому что они были насыщены впечатлениями, во-первых, о самом Грозном, который стал городом высочайшей культуры, как, кстати, и вся ваша республика. Мы увидели глубокий патриотизм людей, которые проживают в городе Грозном. Общаясь с людьми на улицах, в кафе и магазинах, мы обнаружили, что это очень доброжелательные, красивые люди. Очень приятно было общаться. Визит в Чеченскую республику не случайен. Мы хотели изучить опыт работы нашей вашей Чеченской республиканской организации профсоюза образования. И наши друзья в лице председателя нам помогли это сделать. Нам не только показали опыт работы профсоюзной организации, но и дали возможность познакомиться с природными богатствами Чечни. Мы побывали в Аргунском ущелье, и это незабываемое зрелище. Богатейшая природа, водопады,
башни, музеи. Все это говорит о том, что в Чечне сохранены, очень ценят это богатство и берегут его. Я работница обслуживающего вспомогательного персонала и получаю зарплату в размере минимального размера оплаты труда. После налоговых удержаний на руки я получаю и того меньше. Поясните, пожалуйста, удерживается ли подоходный налог зарплаты уровня минимального размера оплаты труда? Если да, то в каком размере? Перечень доходов, не подлежащих обложению налогов на доходы физического лица НДФЛ, установлен в статье 217 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом указанная статья Налогового кодекса, как и Налоговый кодекс в целом, не предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ в том случае, если размер заработной платы работника равен минимальному размеру оплаты труда. Поэтому налог с вас будет удерживаться в общем порядке, то есть в размере 13%. С какого возраста можно начинать работать в школе учителем? По общему правилу, установленного в статье 63 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовой договор может быть заключен с работником, которому исполнилось 16 лет. Однако статья 331 Трудового кодекса предусматривает, что к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз. Этот образовательный ценз установлен в статье 46 Федерального закона об образовании в Российской Федерации, где указано, что право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках или профессиональным стандартам. Таким образом, теоретически с 16 лет человек имеет право заниматься педагогической деятельностью, однако в этом возрасте получить необходимое образование маловероятно. Работодатель мне не выплачивает пособие по уходу за ребенком вот уже 4 месяца. Говорит, что нет денег. Подскажите, что делать? За весь период отпуска по беременности и родам женщине должно быть выплачено пособие в размере 100% среднего заработка при наличии страхового стажа не менее 6 месяцев. Это статья 11 Федерального закона от 29 декабря 2016 года, номер 255 ФЗ, об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В соответствии с частью 1 статьи 15 этого закона, страхователь назначает пособие по временной нетрудоспособности по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением с необходимыми документами. Выплата пособия осуществляется страхователем в ближайший после назначенной пособия день, установленный для выплаты заработной платы. Статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день, установленным правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. Нарушение указанных положений законодательства на протяжении 4 месяцев образует состав преступления, наказание за которое предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации. Таким образом, с соответствующим заявлением советуем вам обратиться в профсоюзный комитет или в прокуратуру. Будьте добрыми, если захотите. Будьте мудрыми, если сможете. Но здоровыми вы должны быть всегда. Так говорил когда-то Конфуций. А если говорить о педагогах, то нам нужны добрые, мудрые и, конечно же, здоровые учителя. Учителя – представители стрессогенной профессии. Это часто приходится слышать на приеме врача. Исторически сложилось так, что в учительской среде низок престиж здоровья. Проблема здоровья учителя заслуживает большого внимания, так как от состояния здоровья педагога зависит успешность учебно-воспитательного процесса. В профсоюзе образования нашей республики отлично это понимают, и хотя советские времена, когда профсоюз мог распоряжаться санаторными путевками на свое усмотрение, давно прошло, все же профактивисты пытаются создать все условия для оздоровления своих подопечных, членов профсоюза. Каждый год в феврале Чеченский профсоюз образования принимает единую смету, в которой приоритетной считается статья, регламентирующая санаторно-курортное оздоровление членов профсоюза. Согласно смете, туда закладываются средства из профсоюзных взносов.
Работа съедает, это признают многие педагоги. Работу на дом сейчас приносят, пожалуй, только учителя и бизнесмены. Но последние, в отличие от первых, имеют материальную возможность полноценно отдохнуть и восстановиться, чего не скажешь об учителях. Даже продолжительный летний отдых не способствует полноценному восстановлению сил. Учителя проводят его дома, на грядках, на все остальное нужны средства и немалые. Медина Досиева, заместитель председателя профсоюза образования, рассказывает, что при желании член профсоюза может приобрести путевку с 20% скидкой и на членов своей семьи. Это очень удобно, так как зарплата учителя не может покрывать все семейные расходы. Мы предоставляем санаторно-курортные путевки только членам профсоюза. Но бывают такие моменты, когда член профсоюза изъявляет желание выехать в санаторий с членом семьи. На члена семьи у нас также распространяется льгота. Эта льгота 80% от номинальной стоимости санаторно-курортной путевки, которая предоставляется отделом санаторно-курортного оздоровления на первом этаже в нашем здании через отдел профкурорта. Профессию учителя относят к профессии повышенного риска по частоте возникновения невротических и психосоматических расстройств. К числу причин относятся повышенная продолжительность дня, высокая нервно-психическая напряженность и социальная ответственность. Конечно, получить бесплатную санаторную путевку может не каждый. До 50% льгота тоже не всем доступна. Желающих оздоровиться с каждым годом все больше, но возможности профсоюза не безграничны. Если человек болеет, то ему ежегодно нужно посещать санатории. Но у нас, конечно, мы поставили рамки. Член профсоюза имеет право оздоравливаться один раз в 3 года для того, чтобы мы охватили все количество членов профсоюза. Чтобы не получилось так, что из школы или из образовательного учреждения один и тот же выезжает каждый год. Вот, чтобы равноправие было, скажем так, справедливость была. Учителя хронически перегружены и имеют высокие риски заболевания. Как правило, они не имеют возможности восстановить затраченные силы и, следовательно, не в состоянии адаптироваться к возрастающему разнообразию потребностей учеников. Основными причинами заболеваний педагогов являются отсутствие стабильного режима труда и отдыха, снижение двигательной активности, эмоциональная перенапряженность, большая учебная нагрузка как результат низкой почасовой оплаты. Лечение в санатории благоприятно отражается на общем состоянии здоровья человека. В Доме профсоюзов можно приобрести путевки с льготой в определенный санаторий Северного Кавказа. В основном санаторно-курортные путевки предоставляются в санатории город Пятигорск, пользуются большим спросом. Это санаторий «Родник», опорно-двигательная система. Также, к сожалению, у нас наши педагоги, члены профсоюза, они заболевание сердечно-сосудистой системы у нас распространено очень сильно, поэтому есть санаторий «Лесная поляна», куда зачастую также где-то 25-30% наши члены профсоюза выезжают в санаторий. Он находится тоже в Пятигорске. Направление урологии, город Железноводск, пользуется спросом. Санаторий неврологии, к сожалению, наши педагогические работники, мы сами знаем, все знаем, что работа учителя – это трудная, кропотливая, терпение требующая работа, поэтому есть тоже направление. Напрямую мы заключаем договор, заказываем санаторно-курортные путевки в санаторий «Голубые ели». В основном спросом пользуется Урус-Мартановский район, да, выезжает в санаторий, в Нальчикский санаторий «Голубые ели». И есть в черте города Грозного тоже, кто изъявляет желание поехать именно в этот санаторий. Санаторий Серноводск. Сейчас, после того, как мы в 2015-2016 году провели для наших председателей первичных профорганизаций обучающие семинары, 800 человек у нас побывали в санатории Серноводском. После этого, как наши люди узнали, наши члены профсоюза уже рассказали и дома у себя о том, что есть у нас наш санаторий, поэтому сейчас уже где-то 10-15% наши члены профсоюза начали выезжать именно в наш санаторий
Серноводск-Кавказский, что, конечно, нас тоже радует. Данный санаторий, с данным санаторием заключен договор с Федерацией профсоюзов Чеченской Республики, пользуется также льготами, минус 20% от номинальной стоимости. Сутки эта путевка стоит 2240 рублей, суточная оплата. Вот такая система. Надо отметить, что в профсоюзе рассматриваются разные системы оплаты путевок. Также большую роль в оздоровлении играет фонд социальной поддержки учителей. У нас члены профсоюза, согласно положению, вот оно передо мной, есть нормативные документы, которые принимаются на президиуме Республиканского совета профсоюза. Я сейчас говорю о путевках тех, которые предоставляются по 50% стоимости от номинала. Составляется разнарядка, и на каждый район из расчета на 150 человек одна путевка мы предоставляем санаторно-курортные вот эти вот, оздоровления, путевки. Если у вас возникнет вопрос, почему 150 человек, то, если в смете закладываются средства, да, то эти средства, они как бы делятся уже на количество членов профсоюза, да, а уже, соответственно, потом у нас идет такая вот пропорция. Поэтому вышло как раз-таки 150 человек, одна путевка. К сожалению, это капля в море, мы так скажем. Если мы в социальном паспорте проводим анализ, социальные опросы, и на сегодняшний день нуждаются в оздоровлении каждый второй педагогический работник, то мы рассчитываем только на силы, на сегодняшний день, к сожалению, только на членский профсоюзный взнос, на силы профсоюза. Но хотя мы также пошли через наш фонд социальной поддержки учителей, через отдел социальной поддержки, через ФСПУ, мы тоже предоставляем займы нашим членам ФСПУ в размере 30 тысяч рублей. Член профсоюза, член ФСПУ может обратиться к нам, вне очереди получить займ, и в течение года он расплачивается с займом, и поэтому ежегодно может приобретать путевку за минусом 20%, то есть по 80% стоимости, что является большим подспорьем для нашего педагогического работника. Проблему профессионального здоровья педагога по степени значимости следует рассматривать в контексте общей концепции охраны здоровья нации, пишет известный психолог в области педагогики и психологии труда учителя Лариса Митина в своей книге «Психология профессионального развития учителя». От здоровья педагога в огромной степени зависит здоровье подрастающего поколения, будущее страны, утверждает она, и с ней сложно не согласиться.